Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую вас сегодня на тренинге, который называется «Трудные задачи ЕГЭ по химии». И сегодня мы с вами рассмотрим решение задач с использованием понятий массовая доля растворенного вещества и растворимость. Это задание в новом формате, задание 26. Сразу скажу, что тексты заданий я подобрала по одной задаче каждого типа, какие могут встретиться. И все задания я подбирала из источников, которые я покажу вам ниже. Сразу скажу, что задания на растворимость в демоверсии нет, но наводят на размышление, что в книге, которые написали составители текстов ЕГЭ, ТИМов ЕГЭ, у них фигурируют вот эти задания на растворимость. Поэтому лучше, наверное, быть готовым к этому и рассмотреть эти задания, тем более, что они не такие сложные, допустим, как может показаться. Поэтому рассмотрим с вами все типы заданий, которые я увидела при подготовке к этому занятию. Давайте с вами приступим. Итак, первое, что мы рассмотрим, задание с применением понятия массовая доля растворенного вещества. Вы знаете, что задачи этого типа очень обширны, их много. Там только одна единственная формула, но с этой одной единственной формулой можно составить такое большое количество задач, вот, что и, в общем, делают составители КИМов ЕГЭ. И во второй части, там буквально несколько слайдов, это методика формирования понятия растворимость при решении задач повышенной сложности. Все те задачники, которые я использовала при подготовке к данному занятию, я вам оставлю. Значит, сразу скажу, что презентация вот эта будет доступна на сайте КРИРО. И кто у меня занимался, вот я многих вижу, знакомые лица, и очень приятно вас видеть, да, я кому-то могу послать по почте, отзовитесь, я вышлю по почте, проблем никаких нет. Значит, итак, первое задание, которое мы с вами рассмотрим. Вот тут меня только что техник предупредил, что у меня могут быть проблемы, вот эти проблемы начались, вот у меня теперь не работает. Третий и четвертый слайд. Вот первое задание. Ну, я пока поговорю, пока тут система думает, да, через какое-то время, как техники мне сказали, она должна открыться. Первая массовая доля растворенного вещества представляет собой отношение массы растворенного вещества к массе раствора. У меня как раз не листаются эти презентации, вроде как вот тут вот третий есть слайд, а его нет. Значит, с применением понятия, значит, вот этой формулы массовая доля растворенного вещества, отношение массы растворенного вещества к массе раствора. А раствор, как мы с вами знаем, состоит из растворенного вещества и растворителя. Там, где будет растворимость, это будет немножко по-другому, поэтому мы с вами это увидим. Итак, ага. Ну и начнем мы с вами с самых простых задач, самых простых заданий, которые могут встретиться. Я не знаю, будут такие задания простые, не будут, но сам факт говорит о том, что вот есть в таких сборниках заданий. Сразу скажу, пока вот тут вот эта техническая заминка, сразу скажу, что пользовалась я задачниками. Таких заданий очень много, самого разного вида. Их очень много в задачнике Кузнецова и Левкина за 8 и за 11 класс. Они абсолютно идентичны в этих задачниках, поэтому все равно, какие вы можете взять задания, значит, из задачника 8 или задачника 11 класса. И тот самый задачник, который я показывала на курсах школа современного учителя, это книга издательства «Легион». Вот там, ага, спасибо большое. Вот там будут фигурировать вот эти задания. Ну вот те формулы, про которые я проговорила, что массовая доля растворенного вещества равна массе, отношению массы вещества к массе раствора. Видите? Значит, вот только вот эта формула, больше нигде ничего не фигурирует.
Значит, итак, первое задание. Я, наверное, дам вам минуточку, может быть, лучше приготовить даже карандашик и листок бумаги, чтобы вы со мной вместе решали эти задания. Так будет, наверное, даже продуктивнее, более продуктивное занятие. И первое задание. Вычислите массу нитрата калия, которую следует растворить в 150 граммах раствора с массовой долей этой соли 10% для получения раствора с массовой долей 12%. Запишите число с точностью до десятых. И посмотрите, пожалуйста, задача несложная, задача достаточно простая. Разбавляют исходный раствор. Первое, что мы можем найти, мы находим в исходном растворе массу нитрата калия, который был растворен. Для этого 150 граммов мы умножаем на 0,1, то есть умножить на 10 и разделить на 100%. Получится 15 грамм. Далее. Мы не знаем, сколько воды добавили, но эта вода изменила массу раствора, но масса растворенного вещества осталась той же. Обозначим массу, добавили массу нитрата калия, соль добавили. Значит, добавляем соль. Изменится тогда масса и исходного вещества, и изменится масса раствора. Давайте посмотрим. Та самая формула, которая у нас с вами была, вот это вот чаще всего будет фигурировать вот эта формула. В эту формулу подставляем те данные, которые у нас есть. Значит, массовая доля вещества будет равна 12%. Это конечный раствор. И в правой части будет масса вещества 15 граммов, мы ее нашли, плюс х граммов нитрата калия, которые добавили. Масса раствора также поменялась на ту самую массу добавленной соли. И масса раствора будет составлять 150 плюс х граммов. Все это умножить на 100%. Теперь мы решаем простое алгебраическое уравнение, достаточно простое, для детей почему-то составляет затруднение. Получим. Мы переносим числитель, значит, знаменатель в правую часть, умножим 0,12 на 150 плюс х, то есть мы это число, вот это 12 разделим на 100 и умножим на 150 плюс х. В правой части остается 15 плюс х. Решая простое алгебраическое уравнение, мы получим 3,4 грамма. То есть к исходному раствору нужно добавить 3,4 грамма нитрата калия для того, чтобы получился раствор с массовой долей 12%. Следующее. Добрый вечер, Светлана Ильинична. Берите ручку, присоединяйтесь к нам. Следующее. Вычислите массовую долю гидроксида натрия в растворе, полученном при смешивании 200 граммов 5% раствора и 300 граммов 20% раствора этого вещества. Два стакана, которые можно рисовать детям для того, чтобы лучше воспринимали информацию, равно как и в предыдущее задание. Да, можно точно так же нарисовать эти стаканы. Первый раствор содержал 200 граммов раствора, это был 5% раствор, второй 300 граммов, 20% раствор. Здесь одна единственная формула, только суммируем сразу массы растворенных веществ и массы раствора. Посмотрите, пожалуйста, в первом стакане масса гидроксида натрия, чистого гидроксида натрия, будет равна 200 умножить на 5 и разделить на 100, то есть 200 умножить на 0,5. Масса гидроксида натрия во втором стакане будет равна 300 умножить на 20 и разделить на 100. Получится, вот полученные данные мы записали сюда формулу. И масса двух растворов записываем в знаменателе 200 плюс 300. Все это умножить на 100%. Считаем, получаем 14%. Таких задач очень много в задачнике Кузнецова и Левкина. Вот оттуда их можно брать и на этих задачах, чтобы набивали руку, решать задачи дети. Следующее задание. Сколько граммов воды следует добавить к 200 граммов 50% раствора хлорида натрия, чтобы массовая доля соли стала равной 3%?
Задача на разбавление. В общем, задача с практическим содержанием, да, и вот эти вот задания, они почему-то вызывают затруднения. Хотя сложного здесь ничего нет. Первое, что мы можем найти? Мы можем найти известные данные по исходному раствору, и мы можем найти, сколько хлорида натрия находится в этом исходном растворе. Это будет равно на входе массу хлорида натрия 200 умножить на 55 и разделить на 100. То есть 200 умножить на 0,55 получим 110 граммов. Дальше. Мы ничего не можем найти для конечного раствора. Единственное, что мы знаем, что массовая доля конечного раствора будет равна 3%, что мы, собственно, уже подставляем сразу в формулу. Итак, в числителе будет масса хлорида натрия, которая не изменялась. Вот она как была 110 граммов, так она и не поменялась. Добавляли только воду. Значит, в числителе 110, в знаменателе 200 граммов была масса исходного раствора и добавили х граммов воды. Получили, производим нехитрые расчеты, алгебраическое уравнение, которое мы с вами решаем, и получаем 3466,7 граммов. То есть практически 3,5 литра воды нужно добавить вот к этому исходному раствору. Следующее задание. Да, сразу оговорюсь. В исходно, значит, вот здесь в текстах, в самих текстах ЕГЭ, в КИМах написано в скобочках задание напишите с точностью до целых, до десятых и так далее. Вот там везде эта приписка есть. Следующая задача. Какую массу 15% раствора нитрата калия необходимо взять, чтобы при выпаривании 13 граммов воды получить раствор с массовой долей соли 18%? Запишите ответ с точностью до десятых. Вы видите, что эта задача обратная той, которую мы с вами решали. То есть не совсем обратная. Да? В предыдущей задаче мы разбавляли раствор. Здесь, наоборот, масса раствора будет изменяться, она будет уменьшаться. Здесь выпаривали раствор. Такие задачи тоже есть. И есть в КИМах, и есть в задачниках. Значит, посмотрите, что мы сделаем. Мы не знаем, сколько нужно взять исходного раствора. Посмотрите, какую массу 15% раствора, да, необходимо взять. Мы не знаем массу конечного раствора. Мы знаем только массовую долю конечного раствора. Мы знаем, что только надо выпарить 13 граммов воды. Вот в таких задачах, задачах такого типа, мы принимаем за х массу исходного раствора. Приняли за х массу исходного раствора, а теперь мы можем найти массу нитрата калия в этом исходном растворе. Она будет равна х умножить на 15 разделить на 100, то есть 0,15х. Подставляем значение в формулу массовая доля растворенного вещества, вот ту самую, которая у нас с вами одна единственная, нам больше никуда от нее не деться. И получим, что массовая доля конечного раствора была 18%, вернее стала 18%. Масса растворенного вещества не изменилась, изменилась только масса раствора, и она стала равна х минус 13. Масса растворенного вещества, вот мы ее нашли, 0,15х. Все это умножить на 100%. Решаем алгебраическое уравнение. Решаем уравнение и получаем, что х равен 78, то есть это масса исходного 15% раствора. Следующая задача, она опять же похожа на предыдущие задания, но она не такая, она чуть-чуть другая. Посмотрите, пожалуйста, тоже на добавление раствора. Здесь не вещество добавляют, а раствор. Вычислите массу 40% раствора серной кислоты, который надо добавить к 200 граммам 10% раствора, чтобы получить 30% раствор. Здесь полегче, да, здесь нам даны исходные данные, мы знаем массу исходного раствора. Посмотрите, пожалуйста, чем мы в общем и воспользуемся. Значит, масса исходного раствора 200 умножить на 10 разделить на 100. Вот она у нас здесь будет фигурировать. Да?
Мы не знаем, сколько должны взять исходного раствора, вот этого 40% раствора, поэтому мы обозначим его массу за х грамм. Подставляем значение, опять же, вот в эту формулу массовая доля растворенного вещества. В числителе масса растворенного вещества изменится. Она была равна 200 умножить на 10 и разделить на 100. Вот она. Вторая порция, которую мы добавили серной кислоты, масса раствора была х граммов, х умножить на 40 и разделить на 100. Вот мы их сложили. И масса раствора изменилась тоже, она будет равна х плюс 200. Х это масса 40% раствора, 200 это масса 10% раствора. Подставили значение, считаем. Опять же алгебраическое уравнение, которое у нас получилось. Мы его прорешиваем и получаем, что х будет равен 400 граммам. То есть исходно вот эта вот масса 40% раствора будет равна 400 граммов. Следующее задание. Опять задача другая. Вы посмотрите. Вот вы сейчас, наверное, трудно сравнивать формулировки заданий, но поверьте, пожалуйста, каждая задача отличается от предыдущей. Они все разные. Определите, какая масса 10% раствора и какая масса 50% раствора азотной кислоты потребуется для приготовления 500 граммов 25% раствора. Первое, что мы можем найти массу азотной кислоты чистой, которая содержится в конечном растворе. Мы ее находим, она будет равна 500 умножить на 25 и разделить на 100. То есть 500 умножить на 0,25. Получилось 125 грамм. Далее. А теперь мы не знаем, сколько мы первого раствора возьмем, а сколько второго. Для этого примем массу 10% раствора за х граммов. Тогда масса азотной кислоты в этом растворе будет равна х умножить на 10 и разделить на 100, то есть 0,1 х грамма. Мы знаем, что мы добавили 0,1 х грамма азотной кислоты, а получилось всего 125. Значит, масса азотной кислоты во втором растворе будет равна 125 минус 0,1 х. Да? Это масса азотной кислоты во втором растворе. Масса второго раствора находим 500 минус х, масса целого раствора, масса кислоты в нем 0,5, но здесь немножечко по-другому. Да? 0,5 умножить на 500 минус х. Подставляем данное в уравнение. То есть здесь два способа можно сделать. Вот один из способов. Подставляем данное в уравнение, получим. И получили уравнение реакции. Масса азотной кислоты в полученном растворе 125 граммов. Да? Масса 10% раствора 0,1 х. Масса азотной кислоты во втором растворе 0,5 умножить на 500 минус х. Масса получившегося раствора будет равна 500 граммов. Либо мы эту формулу не берем, а берем массу азотной кислоты в первом растворе, массу азотной кислоты во втором растворе, и вся эта сумма будет равна 125. Отсюда находим х, неважно, как мы находим х, отсюда из этого уравнения или отсюда получится одно и то же число 187,5 грамма. Следующее. Смешали 25 граммов медного купороса и 175 граммов 10% раствора сульфата меди. Вычислите массовую долю сульфата меди-2 в образовавшемся растворе. А вот по поводу этой задачи, коллеги, мне хочется сказать одну вещь. В КИМах, вернее в демоверсии 2022 года кристаллогидратов в задании 26 нет. А вот в задачнике вот эта задача появилась с кристаллогидратами. Случайно это или нет, я не знаю. Но я повторяю, я брала задачник от составителей КИМов ЕГЭ.
У нас ничего не бывает случайно. Понимаете, потом может выплыть, как с другими заданиями. Это было в прошлые годы с заданиями на атомистику, да, вы помните, как это было, или с заданиями на две колбы. Выплывают эти задания уже в самих контрольно-измерительных материалах. Поэтому вот такие задания я бы не стала игнорировать. Вот у меня приведено две задачки с кристаллогидратами. Это будет вот эта задача и следующая. Следующая будет немножко посложнее. Мне кажется, вот тут вот действительно нужно, вы знаете, предусмотреть все варианты. Потому что обидно будет ребенку, что он за такое задание может получить 0 баллов. Поэтому, пожалуйста, вот эти задания рассмотрите. Мне кажется, это будет не лишним. Итак, найдем, что мы можем найти. Посмотрите, пожалуйста. Мы знаем только массу медного купороса. Все. Сколько было чистого сульфата меди растворено, мы не знаем. Вот из этого в этом медном купоросе содержалось. И сколько сульфата меди во втором мы можем найти. Мы это сейчас и находим. Первое, что мы найдем? Мы найдем массу сульфата меди в медном купоросе. Для этого находим сначала количество кристаллогидратов. Оно будет равно 0,1 моль. Количество сульфата меди будет таким же самым, тем же самым, что и количество кристаллогидрата. И исходя из этого находим, зная количество вещества, мы найдем массу сульфата меди. Мы нашли массу, вот она равна 16 граммов. Итак, это первое вещество. Второе. 175 надо умножить на 10 и разделить на 100. То есть 175 надо умножить на 0,1. Получится 17,5 грамма. А теперь подставляем полученные данные в нашу формулу, которой мы пользуемся. Да, она одна единственная, повторяю, и получится. Масса сульфата меди, которая содержится в кристаллогидрате, равна 16 граммов. Вот она у нас. Масса сульфата меди, которая содержится в растворе, 17,5, вот она у нас. И масса раствора, она будет состоять из вот этого раствора 175 граммов, вот она у нас фигурирует, и масса медного купороса 25 граммов. Получится, считаем, подставляем значение, считаем, получится 16,75. Следующая задача, как я говорила, она посложнее. Она посложнее, и вы это сейчас увидите. Действительно, здесь путаницы много. Вот задание вот такого типа, вы знаете, мы сами в состоянии составить сколько угодно таких задач. Можно брать какие угодно цифры для того, чтобы ребенок набил руку. Вот здесь путаницы очень много, потому что получается достаточно непростые рассуждения, путаются очень дети для того, чтобы выйти вот на эту формулу, в которую мы подставляем значение. Ну, давайте посмотрим. Вычислите массу медного купороса и массу 10% раствора сульфата меди. Видите, мы не знаем массу ни первого вещества, ни второго. Необходимую для приготовления 200 граммов раствора сульфата меди-2 с массовой долей сульфата 16%. И единственное, что мы можем найти, это 200 умножить на 16 и разделить на 100. То есть найти массу сульфата меди 2 в конечном растворе. Вот мы ее нашли, 32 грамма. Больше мы с вами ничего не знаем. И здесь мы принимаем массу одного из веществ за х граммов. Все что угодно можно принять. Можно массу медного купороса за х граммов принять, можно массу 10% раствора. Вот я приняла за х массу медного купороса. Х граммов. И тогда, как в предыдущем задании, мы находим количество вещества, количество вот этого кристаллогидрата. Это будет х разделить на молярную массу на 250. Далее находим массу чистого сульфата меди-2. Она будет равна такому же значению, как и кристаллогидрата. Количество кристаллогидрата х разделить на 250. Тогда находим массу сульфата меди в кристаллогидрате. Она будет равна 160 умножить на х разделить на 250. Можно не делить, можно эти цифры так и оставить, а можно их сразу разделить и получить 0,64х. Вот здесь нагромождение просто-напросто будет меньше, которое вот сюда подставлять. А вообще можно, конечно, и оставить. Далее.
Находим массу сульфата меди уже вот в этом растворе, в раствор, в который добавляли медный купорос. Давайте посмотрим, как это нашли. Для этого мы 32, вот масса, общая масса сульфата меди 2, вычтем массу сульфата меди, которая содержалась в медном купоросе. Мы просто-напросто вычли. Все. Подставляем данные в формулу. Масса раствора медного купороса, вот это вот, подставляем значение 32, вот это вот, которая была исходная, вот она. Значит, масса медного купороса будет равна 32 минус 0,64 х разделить на 10 и умножить на 100. Мы найдем массу всего раствора, который мы брали. Получится 320 минус 6,4х. Подставляем данные вот в это значение, вот в эту формулу. Мы знаем массу растворенного вещества. Отсюда мы нашли, да, 32 грамма. Мы нашли теперь массу медного купороса, пусть и с иксами. Мы нашли массу медного купороса. Видите, вернее, массу сульфата меди и массу раствора медного купороса, массу медного купороса. Плюс нашли массу раствора, которая вот это вот 10% раствор сульфата меди, в который добавляли купорос. Умножить на 100, разделить на 16. И опять мы решаем алгебраическое уравнение. Вот здесь дети часто получают, меняя вот это, перенося одно значение в другую часть, получают отрицательные числа, и это явно тогда ошиблись при расчетах. Здесь получается 22,2 грамма, то есть это масса медного купороса, масса вот этого вещества. Массу 10% раствора находим. Масса всего раствора 200 граммов, минус масса медного купороса 22,2, получится 177,8 грамма. Итак, две последние задачи, повторяю, две последние задачи, в демоверсии нет. Вот таких заданий. Но, повторяю, опять же, задачники, которые представлены составителями этих контрольно-измерительных материалов, задачи на кристаллогидраты есть. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, причем они есть в примерах только. Посмотрите, пожалуйста, разберите вот эти задания. Ну и мы с вами переходим к понятию растворимость. У нас не хватает времени, чаще всего не хватает времени в 8 классе рассматривать эти задания, хотя сложного у них ничего нет, задачи достаточно простые. Тем не менее, вот на ЕГЭ опять появились, опять же, вот в этом сборнике заданий, да, для подготовки к ЕГЭ появились вот эти задания на растворимость. И давайте с вами посмотрим, какие понятия нужно знать. Что такое растворимость? Что такое насыщенный раствор и чем определяется состояние раствора, какими параметрами определяется состояние раствора. Я подробно здесь останавливаться не буду, повторяю, вам презентация будет доступна, поэтому все это можно будет использовать. Либо напишите, пожалуйста, мне по электронной почте, да, я перешлю вам эту презентацию, можно будет воспользоваться. Так. Электронная почта может быть на слух. Запишите, пожалуйста, sa-0718 sa-0718 собака.list.ru. Можете мне написать, я вам вышлю эту презентацию. Следующее. Давайте с вами посмотрим вот это задание на растворимость. Растворимость питьевой соды. Опять же, вещество может быть, как и в заданиях предыдущих, вот на массовую долю растворенного вещества, да-да, мне Дмитрий помогает, написал. Значит, посмотрите, пожалуйста, вот это задание точно такое же, тут неважно вещество, которое у нас фигурирует, да, растворенное вещество, тут важно понимать, что это такое. Итак, при 20 градусах растворимость составляет 9,6 граммов на 100 граммов воды. Вычислите массовую долю питьевой соды в насыщенном растворе. Ответ запишите до десятых. И опять мы записываем массовую долю растворенного вещества, чему она равна. Посмотрите, пожалуйста. Масса вещества известна 9,6 грамма.
Масса раствора состоит из растворенного вещества и воды. Это будет 9,6 плюс 100. Все, это вся хитрость. Ничего сложного нет. Расчет делается, видимо, на незнакомые понятия. Все остальное то же самое. Заданий такого типа очень много у Левкина и Кузнецовой Нины Евгеньевны. Вот в том задачнике вы их много найдете. И еще одна задача на растворимость. Посмотрите, она немножко сложнее предыдущей. Здесь охлаждают. Здесь либо нагревают раствор, либо охлаждают. Растворимость хлорида бария в 100 граммах воды составляет 52,2 грамма при 80 градусах Цельсия и 36,2 в 100 граммах воды при 20 градусах Цельсия. Вычислите массу соли, которая выпадет в осадок, если 200 граммов насыщенного при 80 градусах раствора хлорида бария охладить до 20%. Одним словом, был раствор горячий, было 200 граммов, охладили до 20 градусов. При 80 градусах растворимость соли 1, при 100 градусах, при 20 градусах, извините, растворимость соли другая. Все. И нам надо будет найти, сколько соли выпадет в осадок. Ну, допустим, если мы делаем это практически, мы видим, это можем взвесить. А вот сколько теоретически, мы не знаем. Вот это надо сосчитать. Как мы поступаем в этом случае? Допустим, первое, вот в первом, посмотрите, надо найти, мы можем найти массовую долю хлорида бария в первом растворе, видите, который был 80 градусов Цельсия, мы нашли ее, эту массовую долю, и находим массовую долю хлорида бария во втором растворе, который был при 20 градусах Цельсия. Вот она, мы нашли ее. Получилось вот столько и вот столько. Дальше. Мы принимаем, что в результате охлаждения вот этого раствора, 200 граммов такого раствора, в осадок выпало х граммов хлорида бария. Тогда раствор станет легче на х граммов, его масса составит 200 минус х граммов. Больше ничего там не растворяли. Далее, массовая доля хлорида бария в насыщенном растворе составляет 0,262, а в исходном растворе 0,343. Значит, вот они, вот эти значения, видите, умножить на 200 граммов. Подставляем значение, видите, подставили значение. Значит, массовая доля хлорида бария это 0,343, вот она в исходном растворе, видите. Минус х, минус то, что выпало в раствор. Масса раствора будет равна 200 минус масса выпавшего хлорида бария, вот она. И приравниваем это к тому значению, которое получится, вот к этому. Вот. Я сама долго сидела, разбиралась, честно скажу, когда готовила эти задачи, долго сидела, разбиралась, что откуда. Итак, еще раз, вот это значение, я прямо его выделю, вот это значение, оно берется вот отсюда. Вот мы нашли массовую долю хлорида бария в растворе, который был 80 граммов, вот она. Этот раствор охладили, выпало в осадок х граммов хлорида бария, вот мы с вами тут приняли, вот. Масса раствора изменилась, она была равна исходный раствор 200 граммов, вот она 200 граммов исходный раствор, и выпало в осадок х граммов хлорида бария, значит из сферы и из раствора ушло. Видите, мы минусуем. И это будет равно массовой доле вот того хлорида бария, который остался при 20 граммах. Мы его нашли. При 20 градусах, извините, 26,2 граммов. Вы видите его вот здесь, да, здесь в правой части умножить на 100, или сюда это будет 0,262. Посмотрите, пожалуйста, решаем задание, получаются вот такие значения. Итак, коллеги, вот эти задания, вот я уже со своими детьми сама разобрала, вот эти задания, мы их разбирали. Повторяю, вот с этими заданиями и там, где у нас была массовая доля растворенного вещества, вот у меня опять тут с техникой проблемы не листается, вот та задачка перед растворимостью, которая была последняя, да, на массовую долю растворенного вещества, вот их дети решают хуже всего. Поэтому, пожалуйста, вот это вот отработайте, пусть хотя бы самые сильные вот это разберут, те, кто сдает ЕГЭ. Ну а вообще задача интересная, самому интересно посидеть, знаете, одна единственная формула и вот так вот их порешать.
Я рассмотрела до сегодня все типы заданий, которые мне встретились в КИМах, которые мне встретились в задачниках составителей, да. Больше, ну и вроде как больше никаких заданий здесь и не придумать на массовую долю растворенного вещества и растворимость веществ. Поэтому мы сегодня с вами заканчиваем. Будем рады видеть вас на следующем занятии. Приходите к нам снова. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.